Что такое цифровая экономика? Какие инновационные технологии необходимо внедрять в школах, чтобы дети с ранних лет учились правильно считать деньги? О финансовой грамотности сегодня много и в неформальной обстановке говорили студенты колледжей и вузов с министром финансов республики. Все участники встречи – победители республиканского конкурса «Свет, камера, финансы», волонтеры, активисты в своих учебных заведениях. Зачем уметь считать деньги? На этот вопрос студенты отвечают уверенно и помогают своими советами и другим. Татьяна Супряткина подробнее. Как рассчитать свой бюджет и как не попасться на уловки мошенников? Эти дети, еще вчера школьники, а сегодня студенты, легко и просто формулируют ответы. Составлять личный бизнес-план они учились еще в школе. В учебных заведениях активно проводят уроки финансового ликбеза. Особое внимание кибермошенникам. Телефонные вымогатели умело ведут работу через интернет. Порой один звонок и денег на счету уже нет. Мы все прекрасно знаем, что, к сожалению, старшее поколение у нас недостаточно финансово грамотно. Поэтому у нас так активизировались мошенники в последнее время. И, кстати говоря, сейчас проходит конкурс «Творческая мастерская» по финансовой грамотности. И вот одна из работ, которую мы делали сейчас с обучающимися, она как раз посвящена тому, как защитить себя от мошенников, в том числе и при работе с банковскими картами. То есть оно все связано друг с другом. Успех любого бизнес-проекта – правильные инвестиции. Как воплотить свою мечту в жизнь, не имея средств? Студенты разработали несколько проектов, которые наглядно покажут – нет денег, но есть инициатива и хорошие перспективы задуманного. Одна из таких разработок – открытие прачечной в общежитии. Самостоятельно ни студентам, ни учебному заведению не потянуть такое удовольствие. Но есть возможность привлечь средства извне. Один из вариантов – участие в народном бюджете. За время действия этой программы в республике удалось реализовать свыше сотни народных инициатив. Узнал, что есть такая возможность, что такой проект можно реализовать. Начал реализацию проекта. На ступени реализации нужно было провести анкетирование. Мной было проведено анкетирование, после которого мы узнали, что студенты нуждаются в прачечной в общежитии. То, что они считают, что благодаря общежитию студенты будут выглядеть аккуратнее и чистоплотнее, у них будет хватать больше времени на учебу. Возможностей презентовать свой проект очень много. Различные конкурсы, финансовый форум. Любая площадка может стать отправной точкой. Тут главное – активность и желание быть услышанным. Тогда уж точно проект не останется лишь на бумаге. Учитывая, что они еще владеют всеми современными технологиями, конечно, их все это захватывает. Очень нравится, вот сейчас мы беседуем, мероприятия, именно которые проводятся в игровой форме, когда именно можно прожить эту ситуацию, прочувствовать, пропустить через себя. И, конечно, это более такие навыки, они более прививаются лучше и самим, получается, учащимся и студентам. Победителей этого конкурса ждет очередное испытание. Они уже на полпути к реализации своих проектов. Ну а пока им необходимо грамотно распределить премию, которую получили за победу. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, телеканал Юрган.